Пресс-конференция, которая прошла во вторник в Следственном комитете Следственного управления по Якутии, показала тупиковую ситуацию по розыску пропавших летом прошлого года 2 малолетних девочек. Тогда на поиски были брошены все силы правоохранительных органов. Сотни людей, оставив свои дела, ехали волонтерами. Несколько десятков дней было потрачено на то, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Было допрошено уйма людей, и не только жителей злополучного Синска. И вот сейчас руководитель Следственного комитета Следственного управления Олег Мизрин говорит, что дело было продлено на 1 год, то есть до июля 2014 года. На первоначальном этапе следствия было 18 версий. На данный момент у нас, наверное, осталось 4 основные версии. Более конкретно я их называть не буду, но их можно разделить на 2 части. Это то, что смерть носила криминальный характер, и смерть связана с тем, что девочки погибли в результате несчастного случая. Отрабатываются различные информации о причастности лиц к данному преступлению. Пока каких-либо конкретных результатов на данный момент у нас нет. Знаете, по таким резонансным уголовным делам периодически появляются у нас признание тех или иных лиц, естественно, в смысле, явки с повинной, признание различной оперативной информации о причастности того или иного лица к совершенному преступлению. Естественно, мы эти информации проверяем. В воскресенье появилась очередная информация о причастном лице к совершению данного преступления. Естественно, эта информация была, человек был допрошен. Следователь с сотрудниками уголовного розыска выехал на место происшествия. Но пока каких-либо конкретных результатов по отработке этой информации нет. Это дедушка одной из девочек, это Иванов Гаврил Николаевич, дедушка одних из девочек. Он заявил, что он причастен к данному преступлению. Я вам сейчас детали его показаний излагать здесь не буду, просто еще раз вам говорю, он написал явку с повинной. Эта явка с повинной нами на данный момент проверяется. Проведен его допрос. Вместе с ним следственно-оперативная группа вылетела в село Синск. Там проведены следственные оперативные мероприятия. И пока он не задерживался, обвинение ему не предъявлялось. Оказалось, что дед, который якобы сам пришел в следственные органы, не родной дед, да и подозреваемый он не единственный. Но я вам сейчас не могу все рассказывать, называть всех там, кто, что. Но это родственники, кто, знакомые, друзья, кто это? Последний, кто заявил о причастности своей к совершенному преступлению, это вот Иванов Гаврил Николаевич. Что? Какой по счету? Но я вам сейчас не могу сказать точное количество. Отвечая на мой вопрос, почему же лицо у деда было обезображено, где он получил эти увечья, Олег Александрович сказал буквально следующее. Он был доставлен к следователю в воскресенье, и следователь первое, на что обратил внимание, это наличие телесных повреждений на лице у задержанного. Естественно, первое, что он сделал, он выяснил причастность к этим телесным повреждениям сотрудников правоохранительных органов. При допросе задержанный отрицал причастность к его причинению телесных повреждений сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этими телесными повреждениями он был следователем освидетельствован, эти телесные повреждения у него зафиксированы. И к нам поступило заявление от жены задержанного с просьбой провести проверку по факту причинения телесных повреждений. Сейчас это заявление у нас имеется, естественно, это будет сделано, будет принято процессуальное решение. Что ж, мне добавить больше нечего. Да по сути дела ничего не ясно, но не хотелось бы, чтобы это дело осталось глухарем. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.